Доброе утро, наши дорогие телезрители. Доброе утро, Республика. Это передача «Утро Якутии» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Сегодня этот день встречаем с вами мы, Вероника Тамтосова и Руслан Ачиров. Как всегда, с хорошим настроением и море полезной информации. Поэтому не переключайтесь, у нас все самое важное и самое новое и свежее, чтобы ваш день начался хорошо, бодро, ну и с зарядом, таким настроем, что вот-вот уже наступит весна. Да, ну и мы, конечно же, напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», на который вы можете подписаться, если наведете ваш смартфон на QR-код, который вы видите на своих экранах. Ну а прямо сейчас давайте поговорим о погоде. Итак, в центральных районах сегодня 38-31 градусов холода, в Заречной группе минус 36, минус 27, в южных 35-28 ниже 0, в Вилюйской группе 40-33 градуса мороза, в Нижнеленских минус 36, минус 33, в западных 41-34, ниже 0, в Колымо-Нигирской группе Улусов 29-16 градусов со знаком минус. В Янских минус 37, минус 23. На северо-западе 46-28 градусов мороза. В Якутске в 6 часов утра температура составила минус 35 градусов. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем в Якутске небольшой снег. Ветер также западный до 1 метра в секунду. Температура днем составит минус 32, минус 31 градус. Ну, слушай, как-то уже в минус 50 стало как-то грустно, да, и скучно. Да нет, ничего, все нормально. Нет, я к тому, что все, закончились актированные дни, мы планомерно идем уже к тому, что скоро у нас наступит весна, значит, появится солнышко, ну и совсем скоро мы будем вас поздравлять уже с праздником. Да, ну а сейчас давайте узнаем, какие новости произошли к этому часу. Мы передаем слово нашим коллегам. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Включение федеральных земель в проекты комплексного развития территории упростят. Регионы получат право самостоятельно развивать территории, где все земли федеральные, при условии, что участки переданы им решением правительственной комиссии. Сейчас процедура согласования тормозит реализацию проектов. Законопроект подготовлен на основе анализа правоприменительной практики, обсуждался в декабре прошлого года на совещании с руководителями федеральных ведомств. Инициатива направлена на ускорение градостроительных проектов и повышение эффективности использования федеральной недвижимости. В Роспотребнадзоре заверили, что вирус НИПАХ не распространяется как COVID-19. Источником заражения может быть употребление немытых фруктов или контакт с больными свиньями в регионах, где распространена инфекция. Вирус НИПАХ может передаваться от человека к человеку, но только при тесном и длительном контакте без профилактики. В отличие от COVID-19, он не распространяется воздушно-капельным путем на большие расстояния. И чтобы не заразиться, нужно избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептики, мыть овощи и фрукты перед едой, а также не пить воду из непроверенных источников в тропических регионах. Если же появились симптомы, такие как высокая температура, кашель или сильная головная боль, нужно сразу обратиться к врачу. Первую отечественную вакцину против вируса папилломы человека будут применять для лечения детей от 9 лет. Такое решение принято Министерством здравоохранения России. Одобрение ведомством получено по результатам клинического исследования с участием здоровых детей от 9 до 17 лет. Согласно заключению специалистов, препарат вызывает у них выработку специфических антител. Ранее вакцину ставили только гражданам в возрасте от 18 до 45 лет. Напомню, что вирус папилломы человека является довольно опасным заболеванием, которое передается от человека к человеку и при развитии может перерасти в онкологию. В Ленске стартует второй этап фотопроекта «Семья героя». Он вновь объединит семьи участников специальной военной операции. Это больше, чем просто снимки. Это память, которую хранят семьи защитников и признание в любви тем, кто сегодня стоит на страже Родины. В прошлом году через объектив проекта прошли 28 семей участников, ветеранов и павших воинов. В этот раз в проекте примут участие еще 20. Ранее созданные фотоработы уже были представлены на выставке в историко-краеведческом музее. Неоднократно выставлялись на различных патриотических мероприятиях, а также опубликованы в соцсетях. Новые серии также станут частью предстоящих экспозиций. Фотопроект реализуется женщинами из Союза своих. Средства на его воплощение были выделены в рамках районного грантового конкурса. После первого этапа был запрос. Кто-то не успел, кто-то не знал, узнал позже, кто-то не смог присутствовать ввиду каких-то личных обстоятельств. И было принято решение провести второй этап. Съемки у нас будут проходить в апреле. В течение 2 месяцев будет проходить подготовка, то есть подбор
семей, кто желает. Обсуждаться будет работа, как будет проходить работа с фотографами, с визажистами. Массовое синхронное обливание холодной водой проведут в феврале в ледовом городке «Северное сияние» в Якутске в рамках международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно». В этом году мероприятие посвятили Году единства народов России, Году культуры в Якутии. Всем зарегистрированным участникам массового закаливания вручат футболки цветов государственного флага РФ. Обязательными условиями участия являются отсутствие медицинских противопоказаний к воздействию холодной воды и физической нагрузки, а также наличие действующей страховки от несчастных случаев. Участники до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей или законных представителей. Стал известен состав сборной Якутии по вольной борьбе для участия на Кубке Ивана Ярыгина в Красноярске. Право участвовать на Ярыгинском турнире якутские борцы получили по итогам прошлогоднего соревнования, чемпионата России, а также ряда всероссийских состязаний. Честь сборной республики будут защищать атлеты в разных весовых категориях, в их числе Лев Павлов, Константин Копрынов, Нюргун Сергин. Также известно, что выступят воспитанники якутской школы борьбы Араян Тютрин, Аэл Белолюбский, Виктор Рассадин. Крупный старт, являющийся отборочным для россиян на чемпионат Европы, состоится в Красноярске с 29 января по 1 февраля. В эти дни проходит неделя профилактики хронических неинфекционных заболеваний. К ним относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет. Госпаблик Министерства здравоохранения информирует о необходимости прохождения диспансеризации. Если вам от 18 до 39 лет раз в 3 года, а с 40 лет ежегодно. Записаться на диспансеризацию можно несколькими удобными способами. Во-первых, по номеру телефона единого колл-центра 122, через портал госуслуг и через регистратуры медицинских учреждений. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. Помните, забота о себе сегодня – залог активной и полноценной жизни в будущем. Также на этой неделе в республике говорят о не менее важной теме – о противодействии наркотической угрозе. И часто говоря об этом, мы думаем о худшем. Но сегодня мы предлагаем сменить ракурсы и поговорить не о болезни, а о здоровье. Не о страхе, а об уверенности. О том, что может сделать обычная семья, чтобы подобные проблемы обошли ее стороной. Разобраться в практической и повседневной профилактике нам поможет Роман Казыкин, врач-нарколог. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. С чего должна начинаться профилактика в семье? Это разговоры, контроль или что-то другое? Ну, самое главное, это, как любой, наверное, психолог скажет, нужно начать с себя. Вот. То есть, если в семье не употребляется алкоголь, там никто не курит, то вероятность того, что ребенок, который в этой семье живет, начнет то же самое делать, гораздо ниже. Вот. И то же самое с наркотиками. Тут, и, в принципе, если так по статистике смотреть, то дети, которые жили в семьях, в которых там кто-то имеет вредные привычки какие-то, они более склонны будут к каким-то зависимостям, конкретно говоря, и к наркотикам тоже. Вот. И, конечно же, самое важное – это общение. Нужно разговаривать со своими детьми. Вот. Я бы даже сказал, возможно, стоит разработать такой ритуал ежедневного общения, допустим, за обеденным, за ужином, вот, чтобы можно было, так сказать, рассказать о своих проблемах, выслушать кого-то вот, из членов семьи. То есть открытость отношений должна быть какая-то. Ну, а вообще, как правильно начать диалог с ребенком или подростком? То есть об этом. Это достаточно сложная тема. Ну, самое важное – это начать разговор с каких-то интересующих тем, вот, которые волнуют именно собеседника вашего. Но тут как бы не только к подросткам относится, тут к любому человеку. Сначала нужно говорить о нем, вот, о том, что его интересует по большей части, а затем уже как-то перебраться на то, что интересует вас. Вот. Ну и самое важное, это, конечно же, не критиковать сразу, вот. Хотя бы сразу не критиковать, да, то есть для начала выслушать, вот, а затем уже как бы разбираться в какой-то проблеме, если проблема, конечно, появится. Вот. Ну, так.
А есть ли какие-либо неочевидные для родителей признаки изменения в поведении или настроении ребенка, да, на которые нужно обратить внимание? Ну, если будет прям острая интоксикация чем-то, то это будет очень заметно. То есть там уже и окружающие будут видеть, и, скорее всего, скорую вызовут, и, скорее всего, привезут куда-нибудь в какую-нибудь токсикологию или, опять же, в наркологию. Вот. А к неочевидным признакам можно отнести, ну, допустим, если какие-то были интересы, вот, какие-то занятия ранее, хобби, может быть, потеря к этим занятиям с интереса, вот это вот ну, такой довольно яркий признак, вот, либо же круг общения какой-то подозрительный возникает, то есть, допустим, какие-то новые знакомые, о которых вы раньше не слышали, вот, берут и появляются в жизни вашего ребенка, ну, тоже какой-то такой звоночек получается у нас уже. Вот. Ну и опять же скрытность какая-то, если появляется, то есть если, ну, родители они всегда чувствуют, когда там дети что-то скрывают, вот. И тут самое главное не давить на все это дело, нужно как-то это все аккуратно выяснить, вот, и потом уже, так скажем, работать с этим уже. Ну, подростковый возраст, он очень сложный, да? Авторитет родителей становится меньше, доверия меньше. Как в этот период остаться для ребенка тем, кому он придет со своей проблемой? Ну, самое главное в работе с подростками это именно что не давить на них, то есть не нужно какую-то авторитарность устраивать. То есть в любом случае, если вот вы устанавливаете какой-то тотальный контроль, но этот контроль, он продлится буквально до тех пор, пока вот ребенок или уже когда он повзрослеет, пока он не уйдет из вашей семьи, вот, пока он не начнет самостоятельную жизнь. И, как правило, такое бывает, что дети, которые росли в тотальном контроле, когда они в отрыве от родителей находятся, они как раз и пускаются во все тяжкое. Они начинают все пробовать, то есть им все, что запрещалось, им становится интересно, напротив. Вот. Конечно, стоит говорить о том, что это нельзя, но нужно как бы приводить примеры, почему нельзя. Вот. Возможно, из жизни у кого-то есть какие-то знакомые, которые погибли от той же самой наркомании или от других вредных привычек. То есть тотальный контроль – это не выход вообще совершенно. Вот. Нужно, так скажем, проявлять инициативу в этом вопросе, но не до такой степени, чтобы, наоборот, закрыть человека от себя, чтобы он не отворачивался от вас. Вот. Ну, грубо говоря, общаться как с другом, вот, потому что дети, они чувствуют вот это вот какое-то давление все равно со стороны родителей, вот, и это становится преградой для того, чтобы они рассказывали какую-то информацию, которую они могут посчитать, что она будет, ну, неприятной. Ну, вот многие думают, что проблема их не коснется, если, например, в семье все благополучно. Вот, опасно ли это заблуждение, и что вы, как врач, можете сказать таким родителям? Вот недавно смотрел статистику по различным регионам. Конечно, вот если так подумать, то по логике вещей, конечно же, наверное, большое количество детей с зависимости, с наркоманией, оно будет, наверное, в неблагополучных семьях. Но, к сожалению, сейчас тенденция такая, что и в благополучных семьях возникает такая проблема. Вот. То есть благополучие семьи – это не гарантия того, что ребенок начнет что-то употреблять, потому что, во-первых, это что? Это подростковый возраст, это хочется все попробовать, это все интересно. Опять же, неконтролируемый какой-то круг общения, то есть дети, подростки, они менее разборчивы в своих контактах, то есть они могут общаться вообще с кем угодно, когда угодно, то есть и попасть в какую-то плохую компанию для них это гораздо проще, чем для какой-то взрослой сформированной личности. Вот. Подверженность чужому влиянию, то же самое. То есть дети, они ищут какой-то авторитет по большей части. Вот. И совершенно плохо становится, когда вот этот авторитет они не в родителях находят, а в ком-то другом, в ком-то с улицы, кто может их, так сказать, наставить не на путь истины, так скажем, на что-то такое. Вот. Ну и самое главное, это у подростков довольно слабая стрессоустойчивость, вот, и они тоже как бы ищут какую-то
отдушину, как-то бороться со стрессом, и, возможно, они видят поведение взрослых тоже, которые вот там те же самые фильмы или даже глядя на своих родственников, родителей, которые там после какого-то тяжелого дня, они идут и там покупают алкоголь и начинают, так сказать, расслабляться, как они говорят, да, вот, то есть такие вот. Ну и в завершении нашего разговора, наверное, куда можно обратиться за первичной консультацией или помощью? Первичную консультацию можно получить на Михаила Николаева, 38, это диспансерно-поликлиническое отделение наше, наркологического диспансера. Там есть как раз детское отделение, которое занимается именно детьми и подростками. Именно вот туда приходим, второй этаж поднимаемся, регистратура, и там уже скажут, куда идти. Спасибо большое за подробный рассказ. Ну, дорогие зрители, будем надеяться, что такая проблема вас не коснется. Ну и, конечно, не избегайте теми правилами и рекомендациями, которые сегодня получили. Ну, вот если проблема, которую мы сейчас обсуждали, зависит полностью от самого человека, то следующая проблема может произойти внезапно, и никто от нее не застрахован. Представьте, вас слегка царапала на улице милая собака или на даче лизнула соседская кошка. Пустяк, думаю, ему пройдет, но именно с таких пустяков может начаться необратимая трагедия. Бешенство – заболевание, которое не оставляет шансов, когда проявляются первые симптомы. Что это и как с ней бороться, узнаем в нашей постоянной рубрике «Мой доктор». Доброе утро. Бешенство – это опасное вирусное заболевание, практически всегда смертельное после появления симптомов. Оно передается через укус зараженного животного, чаще всего у собак, котов, лис и других хищных или диких животных. Прививка от бешенства необходима для профилактики у людей, которые подвержены риску работать с животными, посещают рисковые регионы. Есть такое понятие, как эндемичные зоны, поэтому обязательно перед посещением этих зон необходимо провакцинироваться от бешенства. После укуса или контакта с возможными носителями вируса для предотвращения развития заболевания. В рамках профилактических мероприятий при угрозе заражения. Как правильно прививаться? Имеются профилактические прививки. Обычно проводят курс из 3-5 инъекций с интервалом в 3-7 дней. Время и схема зависят от рекомендаций врача и особенностей ситуации. При укусе или контакте необходимо как можно скорее обратиться к врачу для получения неотложной профилактики. Обычно дополнительно назначают иммуноглобулин, антибешенственный гамма-глобулин, чтобы обеспечить быстрый специфический иммунитет. Затем проводят ревакцинацию согласно инструкции. Обычно в течение 7, 14 и 28 дней. Правила при прививке. Вакцина вводится внутримышечно, обычно в плечо. Перед вакцинацией желательно сообщить врачу о любых аллергиях, состояниях здоровья или противопоказаниях. После прививки возможна небольшая реакция, покраснение, отек, слабая боль в месте укола, крайне редко субфебрильная температура и общая слабость. Важно! Не пропускайте назначенные дозы и консультируйтесь с врачом при любых побочных эффектах. Будьте здоровы! И мы желаем всем нашим телезрителям доброго утра и крепкого здоровья. Ну, вообще, наше утро часто похоже на попытку завести старый двигатель. Скрипим, кряхтим, никак не можем выйти на рабочий режим. Но что, если я скажу вам, что есть ключ зажигания для нашего тела и мозга? И этот ключ не кофе, а несколько осознанных движений. Зарядка не просто набор упражнений, а настоящий утренний ритуал, который перезапускает систему, улучшает концентрацию и дарит ощущение бодрости. Всем доброе утро! Сегодня наша зарядка будет с утяжелителями. Если у вас нет гантелек, вы можете взять бутылочки с водой или просто делать эту зарядку без инвентаря. Первое упражнение у нас будет подъем рук в стороны. Итак, поехали. Коленки у нас немножко согнуты, ручки разводим в стороны. Локти чуть-чуть присогнуты, высоко руки не поднимаем. У нас должны быть руки по диагонали. Делаем вдох, выдох, вдох, выдох. Также повторяем это упражнение 10-15 повторений. При этом мы обязательно дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2 и последнее. Отлично. Следующее упражнение у нас будет подъем рук на бицепс. Мы сгибаем ручки в локтях. Также выполняем это упражнение 15-20 повторений. Итак, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Обязательно ручки напрягаем, чтобы мы почувствовали свои бицепсы. Улыбаемся, поднимаем себе настроение. Следующее упражнение у нас будет поочередно подъем рук вверх. Итак, мы ручки поднимаем по диагонали. Также выполняем 15-20 повторений. Продолжаем дышать и улыбаться. Итак, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и последний. Отлично. Ножки встряхнули, плечиками покрутили. Следующее упражнение у нас будет поворот рук в сторону. Немножечко поворачиваем корпус и тянемся за рукой. Также выполняем 15-20 повторений. Обязательно не забываем правильно дышать. Мы делаем вдох, выдох. Отлично. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Отлично. И последнее упражнение у нас будет. Мы руками бьем вниз, как будто бы сверху вниз мы хотим на что-то надавить. И при этом поднимаем наши пяточки. Также выполняем это упражнение 15-20 раз. Обязательно дышим. Напоминаю, дыхание – это очень важно. Каждый выполняет это упражнение в своем темпе. Кто-то может побыстрее, кто-то может помедленнее. Кому как нравится. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Итак, наша зарядка подошла к концу. Всем прекрасного настроения. До следующего эфира. Всем прекрасного настроения, бодрого утра. Ну а после нашего эфира и подготовки к рабочему дню наши телезрители выйдут из своих домов и будут добираться до работы по улицам любимого города. А ученики Якутского городского лицея подготовили для вас сюжет про улицу Черяева. Кстати, городской лицей в этом году отмечает 35-летие. Ну и мы, конечно, благодарим их за сюжеты прекрасные и передаем пламенный утренний привет. Здравствуйте! В самом центре Якутска находится улица, которую можно пройти за несколько минут. Ее протяженность чуть больше 400 метров. И за таким коротким маршрутом скрывается целая эпоха в жизни целой республики. Это улица Гавриила Черяева. Она начинается от улицы Дзержинского и идет к Хабарова, а еще от прошлого к настоящему. Взгляните на это строгое здание на перекрестке. Сейчас здесь находится управление ФСБ, а когда-то в годы руководства Черяева здесь кипела политическая жизнь республики, работал Верховный Совет. Именно при Гаврииле Черяеве, который 17 лет, с 1965 года был первым секретарем обкома, Якутия сделала мощнейший промышленный рывок. Зарождалась алмазодобыча, строилась Вилюйская ГЭС, росли новые промышленные комплексы. Улица, носившая тогда название Чекистов, в 1983 году, уже после его смерти, была переименована в честь этого выдающегося лидера. И сегодня на этой улице с ним можно встретиться лицом к лицу. В уютном сквере находится памятник-бюст Гавриилу Черяеву. Его автор, скульптор Егор Агатоев,
запечатлел в бронзе мудрый и твердый взгляд человека, который руководил республикой в годы ее большого роста. Этот памятник, открытый в 2006 году, в знак благодарности якутян. А вот еще один совсем неожиданный памятник, который уже стал местной достопримечательностью. Он напоминает нам о том, что эпоха Чиряева – это не только политика, но и топливо для всей промышленности и жизни. Бронзовый топливозаправщик был установлен компанией «Саханнефтегазбыт» уже в наше время, в 2016 году. На этой улице расположен головной офис компании «Саханнефтегазбыт», главного поставщика качественных нефтепродуктов для всей республики. Это и дань уважения важной профессии и своеобразный символ той энергии, которая сегодня движет Якутией вперед. Получается то, что на одном небольшом отрезке сконцентрирована огромная сила. Память о прошлом, энергия для настоящего и финансовые инструменты для будущего. Вот такая она, улица Чиряева. До новых встреч! Вот так шаг за шагом история оживает в названиях улиц в памяти о людях. Каждое такое имя, как зашифрованное послание из прошлого, ключ к пониманию того, кто мы и откуда. Еще одним замечательным хранителем истории является родной язык. Ведь язык — это не просто слово, это душа народа, его дыхание и его история. И в нашей постоянной рубрике «Урок», который нам поможет попрактиковаться в родном якутском языке. Аламай күнінен. Это приветствие переводится дословно как «солнечным днем». На него можно коротко ответить «аламай». Аня? Аламай. Молодец. Сегодня выучим спряжение глагола в настоящем времени в положительной форме. Напоминаю, что в якутском языке за основу глагола берется повелительная форма глагола в третьем лице в единственном числе. Давайте вспомним, слушаем и повторяем. Смотри, көр. Көр. Беги, сюр. Сюр. Сиди, олор. Олор. Пой, ылла. Ылла. Танцуй, үнкүлэ. Үнкүлэ. Прыгни, ыстан. Ыстан. Вытри, сот. Сот. Заходи, кир. Кир. Чтобы поставить эти глаголы в единственном числе настоящего времени, присоединяем к ним следующие аффиксы. Повторяем за мной. Первое лицо – бын, Бын. бин, Бин. бун, Бун. бюн. Бюн. Второе лицо – гын, Гын. гын, Гын. гун, Гун. гын. Гын. Третье лицо – ар, Ар. эр, Эр. ор, Ор. эр. Эр. Теперь рассмотрим на примерах. Я пою мин ылыбын. Мин ылыбын. Ты поешь эн ылыгын. Эн ылыгын. Он, она поет кини ылыр. Кини ылыр. Молодец. Для множественного числа настоящего времени присоединяем к основе следующие аффиксы. Повторяем за мной. Первое лицо. Быт, Быт. бит, Бит. бут, Бут. бют. Бют. Второе лицо. Гыт, Гыт. гыт, Гыт. гут, Гут. гыт. Гыт. Третье лицо. Лар, Лар. лер, Лер. лор, Лор. лер. Лор. Рассмотрим на примерах. Мы поем «Бигиги ылыбыт». Бигиги ылыбыт. «Эхиги ылыгыт». Игиги ылыгыт. «Кинилер ылылар». Кинил. «Кинилер Кинилер. ылылар». Ылылар.
балалар. Итак, подводим итоги. В спряжении глаголов, как и в целом словообразовании в якутском языке, важно всегда соблюдать закон гармонии гласных. Согласно этому закону, в одном слове используются гласные только заднего или переднего ряда. Көрсөк кадери. Көрсөхадери. Вероника, ты знаешь, что в изучении иностранных языков, в том числе якутского, сейчас активно используют искусственный интеллект? Да, я слышала, что существуют разные приложения и чат-боты для этого, но, честно говоря, не пользовалась. Но искусственный интеллект все глубже проникает во все сферы нашей жизни, и сейчас даже добавляются новые функции у работников, которых раньше не было. Вот, к примеру, библиотеки. Еще не так давно библиотеки ассоциировались с тишиной, бумажными карточками и строгим библиотекарем. Но времена меняются. Как технологии помогают находить нужные знания, убыстрять процесс поиска книг и как библиотека становится центром притяжения для цифрового поколения, узнаем в следующем сюжете. Глава Якутии Айсен Николаев читает произведение своего деда, народного сказителя Андрея Титарова «Харда Чеберген». На основе зачитанного короткого отрывка искусственный интеллект сгенерирует потом полное озвучивание этого ланхо. Уникальный проект под названием «Истин. Слушайте» по обучению ИИ исполнению ланхо якутского героического эпоса запущена Национальной библиотекой Якутии. И это здесь далеко не первый продукт с использованием искусственного интеллекта. Библиотека Якутии стала одной из первых в стране, где современные технологии уже внедрены в реальные библиотечные процессы. То есть мы внедряем уже не только у себя, а наша задача попробовать внедрить эти решения в другие библиотеки России, чтобы оказать помощь читателям, исследователям, научным сотрудникам, учителям, студентам вообще всей России. Чат-ботом библиотеки с удобным и понятным интерфейсом сегодня может воспользоваться каждый. Надо лишь скачать его. Смотрите, очень развернутый ответ, да, во-первых, дал. Сколько миллионов лет назад, где географические данные, все. И также рекомендует мне литературу, да, и перехожу на его электронную версию и уже начинаю подробное изучение. Теперь библиотекари не только те, кто организует, учитывают книжный фонд, обслуживают читателей, у них появились и новые функции. Вот ручной работы становится меньше, но зато экспертные работы, допустим, проверка того, что сделал тот же искусственный интеллект, вот эта нагрузка, она возрастает. Ну а для читателей внедрение ИИ-технологий намного облегчает поиск нужных книг и доступ к ним. С внедрением современных технологий миссия библиотек остается все той же. Информировать население, просвещать, прививать читательскую культуру. Но с внедрением искусственного интеллекта кое-какие вещи исчезнут. К примеру, вот такие каталоги с бумажными указателями книг, скорее всего, превратятся в музейные экспонаты. Однако это произойдет постепенно. К примеру, в отделе каталогизации к внедрению искусственного интеллекта пока только приступили к эксперименту. Вот есть кнопка «Создать библиографическую запись с помощью искусственного интеллекта». Если я нажимаю, когда я нажимаю эту кнопку, появится как бы заготовка в Лапак Глобале, заготовка библиографической записи. Основные данные книги сгенерировал, номер СБН, тираж, название книги, автора, место издания, издательство, год издания, страницу, да, и вот в том числе аннотацию. Эту запись все равно библиограф тщательно проверяет, дополняет пустые строки, прежде чем утвердить окончательно. Однако очевидные плюсы использования искусственного интеллекта – это прежде всего время. Если раньше на оформление одной книги уходило минут 40, то сейчас процесс значительно ускорился. Да, искусственный интеллект ускоряет и облегчает нам
труд. Думаю, со временем наша работа станет быстрее, продуктивнее. 2026 год, объявленный в Якутии годом культуры, обещает стать поистине прорывным в освоении и внедрении современных технологий. И главная библиотека Якутии уже стала в этом деле лидером среди организаций культуры республики. Туяра Филиппова, Нюргун Старостин, Якутск. Сегодня героиня рубрики «Формула успеха» – человек, который совмещает, казалось бы, несовместимое – сцену, психологию, творчество, коучинг. Заслуженная артистка Якутии, певица с уникальным голосом Екатерина Савинова-Саина. Доброе утро, меня зовут Саина, я певица, я учитель, я наставник, практик йоги и цигун. Мои родители музыканты, я выросла в музыкальной семье. Папа, отец, значит, он кларнетист, саксофонист, мама дирижер-хоровик. Выросла я и в музыкальной школе, и в сельском клубе, дом культуры. Я пианист, и для пианиста голос не нужен был. Я никогда не мечтала быть звездой, наоборот, я хотела быть врачом. Вот. И, конечно же, моя мечта была играть на синтезаторе. Для меня в то время кнопочное фортепиано было самый такой интересный инструмент, как бы я играла, но я представляла, и, конечно же, моя мечта сбылась. Когда я была в больнице месяц, я тогда серьезно подумала после операции, это была операция аппендицита, что, видимо, я хочу петь одна, и, наверное, надо как-то справиться с этим страхом. И, выйдя из больницы, я записала песню, далее меня заметили, и так получилась моя сольная карьера. В белой сказке с неба на снег упали краски, и засиял теплом и лаской маленький город мой. Кстати, выбор второго имени, псевдонима, мне помог вот в этом новом пути. И став Саиной, я поняла, что можно совершать новые подвиги. И я стала петь. 5 лет я успешно пела, научилась танцевать на сцене, общаться с публикой, но столкнулась с тем, что я стала задыхаться, мне не хватало дыхания. И получилось так, что я опять пошла в знания, искала дыхательные практики и нашла. Это Стрельниковская уникальная дыхательная гимнастика, с которой я уже более 20 лет. Душа, она сама сильная, такая же открытая, и наш голос — это и есть наша душа. То есть через голос мы себя проявляем. Я получила себя новую версию себя, и как только открылся во мне такой голос сильный, и диапазон сразу расширился, меня сразу пригласили за границу. Когда ты с телом в балансе, то и жизнь тоже, оказывается, расширяется и абсолютно становится безграничной. Самый такой природный рост начинается с тела. Надо разобраться со своим телом. И я стала заниматься йогой, цигун, и стала очень увлекательно жить. А что я еще умею? И оказывается, когда ты расширяешь, так скажем, не на шпагат садиться, а просто вот когда твое тело гибкое, когда ты выносливая, и жизнь тоже становится как-то интереснее, что ли. На сегодняшний день я выступала в 24 странах. Сегодня я пою на 36 языках, в том числе на языках коренных малочисленных народов Севера. И мне это дает очень большой багаж знаний, опыт. И, конечно же, теперь, после этого, когда я столько набрала знаний, я решила поделиться с людьми. И я подумала, вот, оказывается, можно кому помогать. Людям, которые думают, что они не умеют петь, которые думают, что они не смогут так спеть. И я в себе нашла вот этот талант педагога. И я была так счастлива. Оказывается, я так люблю преподавать. И особо я люблю, когда
открываются новые таланты. И когда человек так же, как я, говорит: неужели это я? Я поняла, что только быть певицей и музыкантом — это мало. И так как я постоянно обучаюсь, я получила медицинский диплом, образование Сеченова. То есть по профессии я биохакер, как бы это странно ни звучало. Ну, по-простому это активное долголетие. Я нашла свой икигай. Это японское слово предназначение, когда все 4 пазла сложились. То есть дело по душе есть? Есть. Я это дело люблю? Люблю. Я это хорошо умею, у меня хорошо получается, умения, навыки. Да, я это умею. Второй пазл, значит, это людям полезно, обществу полезно. Да, экологично, все хорошо, людям помогаю. Третье, это приносит тебе доход. Я говорю: да, сейчас да. То есть я самодостаточна. По душе работа, и доход дает, и людям полезность, то это и есть икигай. Но вообще, как найти свой источник вдохновения и успеха — вопрос сложный, но, возможно, именно сегодняшний день даст на него вам ответ. Ведь каждый день в календаре отмечен чередой памятных дат, годовщины открытий, дни рождения великих людей, события, которые изменили ход истории. Мы склонны смотреть на них как на сухие строчки в учебнике, но за каждой из этих дат живая история. История выбора, упорства и, конечно, успеха. О том, чем знаменательный день сегодняшний, узнаем прямо сейчас. На календаре 28 января – Международный день защиты персональных данных. По народному календарю Павлов день. В Павлов день советовали остерегаться порчи из глаза. Для этого предпринимались защитные меры, как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевались через плечо. Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето. Если ясно, то сухим и жарким. Если ветрено, то холодным. Если идет снег, то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода. Этот день в истории. В 1777 году произошло событие, вошедшее в историю как хождение в Канносу. В 1820 году открытие Антарктиды. В 1897 году получен первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель. 1906 год. В Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы. В 1986 году произошла трагедия на космическом челноке «Челленджер». 2003 год. В Великобритании в продаже появилось топливо из майонеза – биодизель. В этот день родились в 1608 году Джованни Альфонсо Борелли, итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики. В 1841 году Василий Ключевский, русский историк, академик. В 1853 году Владимир Соловьев, русский философ, поэт, публицист. В 1887 году родился Артур Рубинштейн, польский и американский пианист. В 1897 году Валентин Катаев, советский писатель, поэт и драматург. В 1938 году родился Леонид Жаботинский, советский тяжелоатлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион. Именины сегодня отмечают Вениамин, Гаврил, Герасим, Елена, Иван, Михаил, Павел, Прохор. Ну а сейчас мы поговорим о прорывном для нашей республики событии — развитии космической отрасли в Якутии. Сегодня первый спутник, якутский спутник, малый космический аппарат «Челбон», будет официально передан в эксплуатацию. И у нас в гостях двое участников этого проекта. Василий Павлов, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия, и Артем Мардин, студент Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите об истории создания спутника. Мы уже слышали, но каждый раз это что-то удивительное. Ну, Малая академия наук уже давно занимается космическими проектами. Начали с Консатов. Это маленькие, значит, модели спутников, которые у нас наши юные исследователи делают собственными руками и участвуют в различных соревнованиях федерального уровня. И это уже происходит давно, но мечта была также создать свой космический спутник, который можно вывести на орбиту и собирать разные данные и прочее. Этот проект уже фактически у нас идет больше 8 лет. И его делают, собственно, сделано полностью руками наших участников
академиков, наших членов Малой академии наук, всех тех участников, ребят, которые участвовали в «Шаге в будущее», Никия Харды, нашей конференции. Как раз вот основатель всего проекта, да, на самом-то деле сам юный исследователь и потом сейчас уже студент Андрей Петров и вот Мардин как раз, Артем сидит, да, так сказать, его заместитель, вот он главный конструктор всего этого проекта, и он полностью сам начал все это, так сказать, собирать и довел до того, чтобы мы смогли его запустить с помощью Роскосмоса. Да, так сказать. И сейчас он летает. И как раз все вот наши юные исследователи были участниками очень многих конференций, защищали свои проекты, значит, на федеральном уровне у нас, да, получали и становились лауреатами, призерами различных престижных конкурсов. И как раз Артем стал еще 2 года назад победителем конкурса в Китае, вот как раз по проекту, связанному с космическим аппаратом. Поэтому это и несет и одновременно и науку, да, так сказать, и на фронтире всех исследований. Поэтому нашим юным исследователям, особенно в это время технологического прорыва, очень важно быть, участвовать в таких проектах. Ну, мы всегда с интересом следим за развитием событий. Вот Артем, когда в первый раз приходил, он был еще школьником, сейчас уже студент. Артем, расскажи нашим телезрителям, может, если кто-то еще не знает, да, вот о первом якутском спутнике Чалмон. Да. То есть, как Василий Климович сказал, это полностью образовательный аппарат, сделан для нужд Малой академии наук, руками членов Малой академии наук получается. То есть на нем расположены микроконтроллеры, с помощью которых ребята смогут обрабатывать свои данные, получать свои данные. И Малая академия выступает таким хабом, то есть любой школьник республики может подключиться к ресурсу, загрузить свою программу, она будет отправлена на борт, данные будут получены и собраны обратно у нас на станции. То есть в МАНе расположена станция прямой передачи данных, которая позволяет общаться с аппаратом. И это не единственный аппарат, с которым мы общаемся. У нас очень плотное, тесное сотрудничество с многими университетами по всей стране. И мы управляем их аппаратами, собираем данные с их аппаратов. И планируем развивать дальше это направление, конечно. Ну, получается такое аккумулирование, апробирование, да, программ. Ну вот, а какие дальнейшие планы у Малой академии наук Республики Саха-Якутия в космических исследованиях с участием школьников? Потому естественно, мы будем развивать инфраструктуру, нам она очень важна, наземная инфраструктура, потому что тут очень много исследовательских моментов. В Якутии происходит много изменений, связанных с нашей мерзлотой, климатом, потеплением климата, да, так сказать, что происходит. И все это исследования, они очень важны, и мы можем как раз получать сведения, как говорится, с первых рук и смотреть все эти изменения и исследовать. И самое важное, да, так сказать, в этом всем принимают участие наши юные исследователи, школьники, открытая система полностью, да, со всех классов могут к нам присоединяться и получать пробы. Ну, то есть получается такое аккумулирование всей информации и новых идей, которые потом позволят вылиться в какие-то научные проекты. Обязательно. Здорово. Я правильно понял, что спутник уже на орбите? Да, спутник уже летает. В эксплуатацию. Да, то есть получается, аппарат был запущен на орбиту, ну, то есть с космодрома Восточный, и первые 2 недели им управляет команда, которая запускала этот аппарат. Она проверяет все системы основные, которые должны подавать энергию, позволять связываться с аппаратом. И дальше аппарат уже передается полностью в наше пользование, и полезную нагрузку, которую мы разработали, она сейчас тоже отлаживается, она проверяется. Там расположены несколько датчиков основных, которые позволяют как раз-таки собирать данные, анализировать. Один из основных — это детектор радиации космической. То есть в сотрудничестве с НИЯФ МГУ мы разработали детектор радиации космической, который как раз-таки будет показывать изменения. Вот, например, очень интересный аспект. Недавно были магнитные вспышки на Солнце, и наш аппарат их зафиксировал. Вот. Прям такие данные. Да, то есть видно уже, что количество частиц увеличивается, взаимодействие увеличивается, и вот уже, то есть первые научные данные, которые собираются. Здорово. А с какими организациями планируется сотрудничество и для развития вот научного потенциала республики и детей? Ну, в России, да, так сказать, действительно очень такое большое сообщество научных организаций, их очень много, сотни и сотни. Но мы очень благодарны Сибирскому технологическому университету имени Решетнева. Это такой самый примерный, важный университет, который технологический институт, который занимается как раз созданием малокосмических аппаратов и полезных
железной нагрузкой к нему, да, так сказать, имеет очень большую историю. И также мы работаем с Московским государственным университетом, с Институтом ядерной физики, который давным-давно работает тоже 60-х годов с этими спутниковыми системами по созданию различных сигнальных систем и также по учету и сбору данных, которые есть, космических частиц, которые пролетают. То есть на самом-то деле у нас много таких очень активных связей, ну и у нас и международные связи, да, так сказать, это организации с Южного Китая, да, получается, из Гонконга у нас очень престижная школа, которая с нами работает, их дети приезжали к нам, как раз занимались сборкой космического аппарата, да, так сказать, и мы надеемся, что у нас будут совместные проекты, да, еще мы запустим, надеемся, планируем запускать еще больше космических таких малых аппаратов, спутников, да, так сказать, чтобы у нас была, собственно говоря, целая там группировка этих спутников, да, так сказать, и чтобы они летали над Якутией, да, и изучали ее, потому что наша республика очень богата и невероятно много таит в себе различных загадок, которые надо изучать. Ну, удивительно, конечно, очень интересно, что такое глобальное развитие, и что один, на самом деле, нам демонстрирует, что небольшой аппарат может изменить будущее, ну, не только республики, но и всей России, если это подаст начало какому-то проекту. Мы благодарим вас за то, что посетили наш эфир и ждем следующих новостей. Да? Конечно, желаем вам успехов. Спасибо. 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 Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из блока новостей. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Российские банки с 1 сентября будут обязаны применять универсальный QR-код для любых переводов денежных средств. В Центробанке пояснили, что эта мера призвана улучшить клиентский опыт, дав потребителям свободу выбора удобного способа оплаты, развитие платежного рынка и удобных для потребителей альтернативных картам способов оплаты, будут создавать условия для снижения объемов карточных платежей и выравнивания транзакционных издержек торгово-сервисных предприятий, включая субъекты малого и среднего предпринимательства. В настоящее время на кассах можно встретить как универсальный QR-код, так и различные коды, привязанные к системам конкретных банков. В прошлом году в службу занятости республики обратилось более 15 тысяч якутян, из них трудоустроены 9 тысяч граждан. Проведена большая работа по реализации ведомственного проекта «Работающая Якутия кадры». По итогам межведомственной работы в регионе в прошлом году трудоустроены 6574 выпускника. Рост числа выпускников, трудоустроенных по специальности, свидетельствует о повышении качества образования и более лучшей подготовки студентов к современным требованиям рынка труда. Наибольший процент трудоустройства по специальности приходится на здравоохранение. В медучреждении трудоустроено 1590 выпускников, что составляет 74% от общего выпуска. Ну а теперь новости для тех, кто не успел воспользоваться всеми средствами материнского капитала. С февраля его остатки будут увеличены автоматически на 5,6% в рамках общей индексации по программе. Так, например, если неиспользованная сумма составила 200 тысяч, то после 1 февраля на счету будет уже более 211 тысяч рублей. Напомню, что общий размер мат-капитала на первого ребенка в этом году возрастет до почти 730 тысяч рублей, а доплата при рождении второго ребенка до 234 тысяч. Средства можно направить на покупку жилья, на погашение ипотеки или на образование. В Якутске высокие технологии пришли в столовую. В школе номер 40 начал работать первый робот-официант Белла. Он помогает разносить подносы, самостоятельно строит маршруты и аккуратно объезжает учеников. Для более 800 школьников обед теперь выглядит как сцена из фильма о будущем. Робот оснащен датчиками безопасности и голосовыми предупреждениями. Проект пока тестовый, но если он окажется успешным, такие помощники могут появиться и в других школах республики. Отмечу, что помогают Белле и сотрудникам школы и другие машины. В учреждении уже работают робот-мойщик полов Тор и робот для мытья окон. Мне он очень нравится. Например, он помогает тем, что нужно отнести поднос с тяжелой посудой. Боюсь, что я могу ее уронить, разбить. Я могу вызвать робота к тому столу, к которому я стою. Он подъедет и положит туда посуду, и он подъедет туда, куда мне надо. Ну, он очень милый. Вот его погладишь, у него начинает мордочка, он улыбается, мяукает. А еще если 3 минуты им где-то не пользоваться, он начинает засыпать.
31 января в Якутске состоится фестиваль туризма. В рамках фестиваля будут организованы презентационные зоны, посвященные походному велотуризму, лыжному и пешему туризму, научно-исследовательскому и ориентированию. Посетители смогут ознакомиться с направлениями туристской деятельности и форматами походов. Также на площадке будет работать фотовыставка и лавка туриста. В программе предусмотрены автограф-сессии с путешественниками и авторами экспедиционных проектов. Георгий Ципандин, например, представит проект «В поисках таинственного горного массива». Николай Находкин – экспедицию на землю Санникова. Надеемся, что... Ну а жительница Свердловской области повторила в лотерейном билете комбинацию чисел из старого и выиграла 91 миллион рублей. Женщина приобрела билет в мобильном приложении, повторила комбинацию чисел из предыдущего. Она включала в себя знаковые для нее даты: дни рождения мужа, дочерей, а также бабушки и дедушки. После уплаты налога победительница получит на руки 72 миллиона рублей. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ты хотела бы выиграть лотерею? 90 миллионов рублей. Знаешь, наверное, нет. Наверное, нет, потому что вот я наблюдаю вообще за участниками лотереи. Это не первая история, когда получается, что потом эти деньги куда-то уходят. То есть легко пришли, легко ушли. И как-то лучше заработать их, и это более так удовлетворение приносит. Ну хорошо, сейчас, дорогие друзья, мы желаем вам успешного рабочего дня, ну и, конечно же, хорошего настроения. И увидимся с вами завтра. Будущее уже совсем рядом. У нас роботы, выигрыши в лотерее в 72 миллиона, поэтому жизнь прекрасная и удивительная. Начинайте ее вместе с нами, чтобы она еще была бодрой и хорошей. До новых встреч в эфире.